Есть кто-то в эфире? Один. Ну, да. Что ты сейчас делаешь? Тебе на телефон, на эфир. Чат? Ну, чат, эфир. Стукни по микрофону. Работает. Конечно. Так, Тандила Индиева зашла, да? Биба и Боба, салам. Валейкум ассалам. Добрый вечер, друзья. Седик Хелшин Масниктов. 5 уже? 5? Да. Я 5 вижу. Да, 5. Привет, мамуля. Ох, Тандила. Тандила, как меня слышно? Мы сегодня микрофон наш проверяем, да? Ибрагим напросился сегодня сделать. Так, Нескафе, добрый вечер, Лилам, что-то зависает у меня. Сая, добрый вечер вам. Саечка, сегодня тебя вспоминала, извини, хотела написать, но у меня сегодня запарка была, друзья. Айстенок. Так, Юлия Россия, доброго времени суток, Лейла, добрый вечер, Юля. Айстенок, ее семья, Саидик Хел, Хамама, Докхяхел. Так, превосходно, Йохтанзилас. Айстенок тоже говорит, что хорошо. Юлия, привет, Ибрагим. Привет, привет. Доброго времени суток, друзья. Друзья, вы меня извините, мне придется иногда спасаться вот этим вот. Включить вентилятор, будет шумно, но у нас очень душно. София Мавропо, добрый вечер с Греции. Добрый вечер, София. Как вы там отдыхаете? Как в Греции погода? У нас вчера такой ливень был, такой ураган был. Я думала, наверное, на недельку будет. А сегодня опять жара. Духота, жара. Все, да? Посмотрите, мне на WhatsApp должно что-то прийти. Мне или тебе? Мне прийти должно. Кондиционер зачем поставить? Ну, кондиционер в той комнате. Не знаю, мы его даже и не включали. Надо было бы, наверное, его сюда переставить, в эту комнату. Очень хорошо слышно. Так, пока никто ничего не скидывал. Сая и Света, у нас вот лето больше 30 не повышается. Сая, вам повезло в этом году. Зульфия Барахоева Марш, Зульфия Марш. Не знаю, такой жары, как в этом году, по-моему, не было, или я ее просто переносить не могу. Вика Сиднева, добрый вечер всем, добрый вечер, Вика. Буквально только час тому назад отдала заказ, у меня был сегодня заказ. Да, уж, Сая, зимой у вас будет точно холодно. А ты пей жидкость больше, температура спадет. Где ты видел пульт от кондиционера? Нет, Фадива, включи Дивори. Ой, на окне нет, посмотри. Где-то я не видел. Я видела, о, Ишки она был. Юлия Россия, Магина бедная истенок, поскорее ее крылышко зажило бы. Она зажила уже, сняла свой этот корсет. Ну, Танзила заболела, потому что действительно тоже готовит и потеет, и потом выходит все-таки.
Татьяна Гранзо, Лейла, как здоровье вашей мамы? У кого жила ваша мама до вас? Она жила с сыном. Мама ничего, нормально. Не жалуется пока, по крайней мере, давление не скачет. И, ну, немножко ноги отекают, а так все нормально. Мама жила с сыном, потом на какое-то время приехала ко мне, я заболела, она осталась, жила со мной. Потом после моей смерти моего мужа она жила со мной, по-моему, лет 12. Потом решила уехать к сыну. Пожила с сыном годика 3-4. И потом ее я снова забрала. Но она заболела, и мы ее забрали, потому что там некому было за ней ухаживать. Сая, Света, горло болит, потому что воду холодную пила просто. А я вообще в холодильник воду не кладу, вообще. Потому что они ее пьют и простывают. Лемка Бокова. Добрый вечер всем, кто в чате. Хорошего позитивного разговора. Всем вам крепкого здоровья. Спасибо, Лемка, что зашли. Сергей Хелшин. Где бы батарейки достать? Батарейки? Ой, это я не знаю. Ибрагим тебя спрашивает, Юлия Россия. Так, сейчас. Играет, только когда брату не слышно. Брат не разрешает играть гитару. На гитаре. Но он втихаря все равно играет. Видишь, и мама поддакивает, сидит. Получишь. Гитар буфет. Тебе придется покупать ему гитару. Чья она вообще? Одного пацана. Так, Сая, Света, Танзила, я это про себя. Если что, на связи. Я отмывала. Я на ком. А мой телефон где? Там. Так, Так в прямом эфире скажешь, позвони. Оксана Майлила, вы строгая мама? Ну, это надо спросить моих детей, строгая ли я, нет. Вот мне как раз 2 дочки в чате, пусть ответят. Ибрагим, Да. я строгая мама? Нет. А? Нет, в отличие от других. Вот Ибрагим отвечает, нет, говорит, в отличие от других. В меру строгая. Блог мусульманки, Светик Хилхалила, доброго вечера всем. Дукья Хилхахил Сердик. Спасибо, что зашли, девочки. Да, если еще не разозлить. Ну, там Мадина говорит, я слишком мягкая, надо было бы построже. Сая и Света, одевайте почаще тот синий платок, вам очень идет. Спасибо, Сая. Я сегодня так заработала, что забыла даже сделать уколы. Буквально 2 минуты, как зашла после укола, поэтому немножко на чат опоздала. У меня сегодня снова был заказ. А когда делаешь заказ, снимаешь, и по дому еще что-то, запарка большая. И главное, я отправила заказ, а у них свет, говорят, нет, интересно, включили. Кто-нибудь есть в чате из Малгобека? Мне почему ее в детстве не хватало? Кого, Танзила, тебе не хватало в детстве? Оксана Майлила, о чем вы мечтаете? О чем я мечтаю? Я мечтаю, чтобы мои дети женились, определились, заимели свои семьи и жили бы спокойно. И чтобы я была спокойно тоже жила. Вот моя мечта.
и мечтаю поехать куда-то. Так, Зульфия Барыхова. Всем, кто болеет, крепкого здоровья. Аминь. Да. Сейчас моя первая мечта, конечно, сначала расплатиться с нашим долгом, чтобы вот уже потом уже, мне кажется, все само по себе пойдет. Что? А переноска где? Не знаю. Оксана моя, куда вы хотите поехать? Да, в принципе, все равно. Очень бы хотела поехать во Францию. И очень хочу поехать куда-нибудь такое, знаете, зимой, где можно покататься на лыжах, на канатную дорогу. Хотя это все у нас в горах, но я не была никогда. Вообще просто хотелось бы поехать куда-то вот от всей этой обстановки. Ну, в Мекка это уже как-то, да, это вообще без вопросов Танзила. Это мечта во главе всех мечты. Юлия Россия, Танзила, тебе до сих пор не разрешили свой канал открыть на Ютубе? Да, Танзила и сама практически, по-моему, не хочет на Ютубе. Наталья Зубкова. Лейла, я всегда восхищаюсь вашим трудолюбием и терпением. Всех благ вам и вашим близким. Долгих лет жизни вашей маме. Спасибо, Наталья, большое. Будет свой собственный дом, открою, иншалла. Да не обязательно тебе открывать на Ютубе канал, тоже ты дело. Сая Седаки, а кем вы в молодости хотели стать, какую профессию хотели иметь? Я поступала на филологический, хотела быть учительницей русского языка и литературы. Так, а Естенок и ее семья, да, Танзила, он по всем достопримечательностям отвозит. Блог мусульманки, дай Аллах, чтобы у тебя все было. Амин, Диаресхал. Так, Лехус, что ли, Лекус, я читать не умею. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Привет из Казани, пусть Всевышний дарует баракат вашему дому. Ва алейкум ассалам. Спасибо, чтобы баракат был у всех, друзья, у нас. Нормальной обстановки нет и времени особо. Между прочим, если бы ты открыла канал, тебе можно было бы показывать там, что у вас, как вы живете, было бы интересно. Оксана Майлеева, вы читаете книги? Ваш любимый писатель? Вы знаете, я очень давно не читала книг, давным-давно. Когда-то читала, сейчас уже давно не читаю, но сейчас я вот подсела на аудио такие вот романы маленькие, чтобы когда-то что-то делать, потому что на кухне телевизор вынесли, а мне нужно, чтобы какой-то фон был. Или фильм смотрю. Как-то как, чтобы сказать, чтобы любимый писатель был, нет. Я просто за поэми читала детективы всегда, романы читала. А так что вот сейчас вообще не вспомню, я очень давно не читала книг. Сейчас практически нет времени. Юлия Россия, Лила, а чем вы сегодня занимались? Юль, сегодня у меня был заказ полуфабрикатов и готовой продукции. Полуфабрикаты я сделала еще вчера ночью, почти до утра, если честно. В 5 часов утра только легла. Потом поехала на рынок, это все в ролике, надо будет смонтировать. Вот как только я сяду здесь, эта муха меня не оставляет.
И снимала, готовила и снимала. У меня был заказ на плов, на курицу пожарила, плов сделала, отварила эти спагетти, сделала малосольные огурчики для них, перетерла смородину, почистила ее, перетерла, это тоже нудная работа, малину им перетерла, что я им еще приготовила сегодня. Пропустила молоко через сепаратор, конечно, всю эту посуду перемыла, но не вся посуда еще вымыта, потому что буквально за час до эфира только я закончила, отправила этот заказ. Потом вспомнила, что я не делала укол, побежала к соседке на укол и напросилась, потому что больница уже закрыта наша. И сразу же вот к вам на эфир, потому что Ибрагим напросился, говорит: мам, пожалуйста, сделай сегодня, проверим наш микрофон. Честно, очень устала. Позвоночник просто жутко болит. Ну вот хотя бы посижу с вами и отдохну. Заработал. Кондиционер? Но он не будет так тебе сейчас охлаждать. Я знаю. Он может разогнаться. Так. Мама читала «Алые паруса». Ой, «Алые паруса» я читала маленькой еще. Блог мусульманки, 19 лайк мой, спасибо. Я делала Лейла Ханум, часто готовлю по вашим рецептам. Спасибо. По ее совету я прочитала с удовольствием. Зульфия Брахоева, 20 лайк мой, спасибо, друзья. 47 уже лайков. Нет, смотрят 47, 29. Но это рассказывала, поэтому стою. Так, Аистенок, вот самая большая проблема, что нельзя снимать все, что хотелось бы, поэтому не такой интерес, да. Света Мадина, спасибо, напомнили про лайки. Где я отстаю? У меня я больше не вижу ничего. Много чего еще. Нету здесь. Нажми на эту кнопочку. Так, у меня по-разному, смотря что. Оксана Майлила, какие ваши любимые каналы на YouTube? Чуть-чуть выше там тоже было. Короче, Что я пропустила? Напоминаю. Наталья Зубкова, простите мне мое любопытство, в одном блоге вы показали поющих мужчин, это было очень красиво. Марина ей ответила, что они не поют, а читают молитву, правильнее будет сказано. Лексус сказала: Лейла Ханум, читает ли ваши сыновья намаз? Сая Света сказала: а сколько времени примерно уходит на заказ обычно? Так, ты подожди, сейчас ты все И все, дальше. валом наложился. Это так, между прочим, сегодня из-за того, что вот комментарии именно к сегодняшнему ролику, ну, русскоязычное население не знает, что это молитва. Мне начали писать, что красиво поют, красиво исполняют. Я одной-двум ответила, что это молитва, некоторым не ответила, на что одна моя подписчица прямо возмущена и сказала, что я даже лицемерка сегодня. Мне это было очень неприятно. Я, правда, сейчас не помню ее ник. Просто из-за того, что я не ответила, что это молитва. А я просто собиралась, во-первых, я этого не умею делать, чтобы Ибрагим закрепил комментарий, что вот чтобы каждому не отвечать. Но у меня просто физически нет времени каждому человеку объяснять, что это молитва, что это не песня. А в принципе от того, что русские думают, что это песня, ну, русскоязычные, ничего такого страшного нет. Мне не казалось, что это прям нужно объяснять. Но мне было очень обидно сказанные мне слова, что я лицемерка. Это можно было, по крайней мере, сказать мягче, не говорить лицемерка, а просто бы сказать, лучше бы объяснили, что так и так. Я ей, правда, сначала ответила, потом сама же удалила то, что я ей ответила. Так, что еще там было? Зубкова что говорила? Потом напомню, давай дальше читай, там много чего уже. Еще раз. Так, Оксана Май, какие ваши любимые каналы на Ютубе? Как таковых у меня любимых каналов и нет. Я просто иногда смотрю каналы по рецептам. Какое-то время я подсела на канал Ивановы, мне нравилось. Ну, нравится мне, как показывает Ирки Снится Францию, как она показывает очень. Так, Юлия Россия, дорогие друзья, все скучали по прямому эфиру с нашей дорогой Лилой, но, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, чем больше, тем лучше. Спасибо, Юля, большое. Так. Ну, короче, давай напомню, Зубкова написала.
Я так и поняла, Йохцу. Да, я ей ответила. Просто не знала, как тактично спросить. Еще раз извините. Ничего, нет. То, что вы не знаете, друзья, любой человек не знает же, кто у другой национальности, у другой веры, что я тоже много чего не знаю, но все нужно же говорить как-то более тактично, более не обидеть человека, не зная, почему мне надо было сразу писать, что я лицемерю. Много комментариев пишут. Я просто хотела, чтобы Ибрагим закрепил в комментарии, что вот не пишите, что это они поют. Но человек меня сегодня обидел, если честно. Так, Лексус, там наша бабушка Нани. Как там наша бабушка Нани? Ничего, хорошо. Передавайте ей от нас салам Машал. Спасибо. Обязательно передам. Так. Лексус, спасибо. Донат. Так, я какие-то комментарии пропустила, друзья, и вы меня извините. Так, Танзила, тебя спросила, сколько времени уходит на заказ. Ну, смотря как... Не шелести. Смотря какой заказ, Саечка, сегодня часа... Но если бы я не снимала, я бы закончила быстрее. Но из-за съемки заказ тянется, если честно. Ну и снимать хочется, чтобы и показать вам, и чтобы у меня контент какой-то был. Поэтому снимая, готовить все-таки очень много времени уходит. И поэтому так. Так, Хади Эгиева, молд дал гобудол, мерве жри иман долж бахалила диаресху. Да, у меня очень хорошие двоюродные братья моего мужа, действительно очень хорошие. Лексус, Лейла Ханум, не обращайте внимания, не принимайте близко к сердцу. Ну, все равно, знаете, не то, что там меня, любого человека нельзя так быстро, сразу, резко обидеть таким словом. Нужно сначала просто тактично бы она бы написала, я бы ей ответила, и тому бы человеку ответила, и поняла бы. И я бы сама уже на грубость бы не сорвалась. Вот, и, в принципе, обозленная, я ей ответила, потом удалила, потому что шайтан все-таки крутит нас. Нужно быть более мягкими, мне кажется, с людьми, не спешить с выводами. Может быть, у меня были какие-то проблемы, может быть, много чего. Нельзя же так быстро говорить, что человек лицемер. Наталья Зубкова, всем не объяснишь, а умные поймут. Мне очень понравилось. Я уважаю вероисповедание всех людей. Мы не солнышко, и всем не можем нравиться. Будьте счастливы. Спасибо. Рамиля Османова, ассаламу алейкум, уважаемый ханум. Добрый вечер. Рада вас видеть, хоть и онлайн. Передайте большой салам вашей семье. Валейкум ассалам, Рамиля. Спасибо большое. Вы тоже передавайте своей семье. Салам Машал от нас. Сумая Селимова, да? Всем ассалам алейкум. Мои сообщения видно. Валейкум ассалам. Так, а Истенок, ее семья, да, как раз, Наталья, люди, обиженные судьбой, и этому солнцу недовольны. Нет, я не говорю, чтобы я всем нравилась, но писать сразу же такие просто некрасиво. Даже если не нравится, можно сказать более тактично. Так, Танзила Индиева, они согласились сниматься. Кто они? ВТР, что ли? Согласились, конечно. Еще не то, что согласились, я их спросила, можно ли снимать. Ну, конечно, можно. Почему нас нельзя снимать? Нужно нас снимать, сказали даже. Людмила Размачева. Я сделала запрос, что такое мавлид, и получила ответ на свой запрос. Посмотрела несколько роликов, да, там поют и очень красиво. Но, в принципе, они и поют молитву, по идее, по большому счету этого. Я поэтому и не стала так прямо объяснять. Они же, распевая, делают эту молитву. Поэтому людям кажется, что это пение, как бы, и ничего там такого страшного. Не обязательно. Мне просто показалось, что это не обязательно нужно каждому объяснять. Я хотела сделать, закрепить комментарий, и все. Но не успела просто. Лексус Машева, сколько у вас мудрости. Спасибо. Танзила Индиева, вы меня извините, мне не по себе, я выйду. Рада была всех видеть. Ты воду и чай пей.
Только чай не очень горячий. Хади Эгиева, вы на маму похожи, когда готовите для детей. Меня тоже мама ждала с готовым обедом с работы. Ой, Валентина Селина, привет, Лила, и всем, кто в чате из Латвии. Добрый вечер, Валентина, давно вас не было. Как вы? Как ваше здоровье? Лексус, мы тоже вам рады, Танзила. Просто никогда нельзя спешить, друзья, когда вы что-то как-то... Я не хочу быть прямо умной-умной, но я даже про себя говорю. Вот я поспешила, решила ответить комментарию злобой, а потом чуть-чуть подумав, решила все-таки, да нет, удалю, зачем. Хотя я, в принципе, ничего плохого не написала, я просто написала... Я как-то сама разберусь, что мне и как мне отвечать. Ну и даже это удалила, думаю, будет все-таки не так корректно с моей стороны. Я опять скреплю телефоном. Сая, Света, Лейла, а какой у вас рост? Все не решала спросить, просто интересно. Рядом со мной лилипут. Я тебе устрою лилипут, Ибрагим отвечает. Лексус, да, вы правы, спешка от шейтана, да. У меня 1,60 м был, когда я была девочкой. С каждыми родами, конечно, я осела. 1,58 м была, ну, лет 5 там назад, сейчас не знаю. Дело пока. Людмила Размачева. У нас в храмах тоже пропевают молитвы хором все прихожане. Так, Сая, Света, Ибрагим, неужели где-то плюс 150 сантиметров? Ну, Ибрагим, по-моему, где-то уже 1,90 м, если я не ошибаюсь. Сколько ты там, Ибрагим? По идее, в принципе, я даже сначала и не хотела ставить маулид, а потом думаю, почему бы нет, это же тоже частичка моей жизни, мы часто читаем эти молитвы, и поэтому я знала, что будут какие-то комментарии, и даже не с русскоязычной стороны, а с нашей стороны тоже. Но не знаю. И, в принципе, я бы не хотела прям вот углубленно обсуждать религию на канале. Хади Игиева, Лейла, как ваше здоровье, уколы закончились? Нет, вот завтра еще на один день остались. Алхамдулилла, мне лучше, намного лучше. Сначала я, правда, расстроилась, что у меня на 3-4 день было даже хуже, чем было, но теперь намного лучше. Юлия Россия Ибрагима, почему тебе брат не разрешает играть на гитаре? Ну, в принципе, у нас по религии нельзя играть на таких инструментах. Оксана Майлейла, у вас больше людей живет в своих домах или в квартирах? Вы хотели когда-нибудь жить в квартире? Ну, у нас больше живут в домах. Не знаю. В принципе, мне бы хотелось, знаете, когда жить. Ну, если я доживу, то лет через 10 примерно. Вот тогда бы да. Пока нет. Лексус, мне интересно вас смотреть, когда вы готовите, потому что мама 7, которые растут, а с ними аппетит. А, вы мама 7, да, с ними аппетит, да. Таиса Карпова. Ибрагим, берегите маму, она у вас просто золотиночка. Ой, спасибо большое, Таиса. Лидия, всем привет из Германии, добрый вечер, Лидия. Спасибо, друзья, всем, кто зашел, огромное вам спасибо. Лексус, сколько мечетей у вас в селе? Ой, я даже не посчитаю, потому что их очень много, я не знаю точно. Так, Аистенок, ее семья, Юлия, в исламе единственный разрешенный инструмент – это скрипка, да. У нас, в принципе, и петь же нельзя, и танцевать нельзя, хоть это и делается. Мечети крупных 2, а так очень много еще строят. Да, поэтому я не знаю, их очень много строят. Центральных 2 больших мечети, 2 больших мечети. Хади Гива, я тоже предпочитаю дом, очень люблю фруктовый и цветочный сад. Ну, действительно, их даже не пересчитать, очень много мечетей. Биба и Боба, ой, немного опоздала, ничего. Лексус, Мадина, Аишка спит уже. Аишки дома нет. Снова температура.
Сая, Света, Ибрагим, лилипуты тоже люди. У меня, в принципе, друзья, был комплекс, то, что я низкая всегда. Расскажу, сейчас прочитаю. Валентина. Лейла, у вас уже 15 тысяч подписчиков. Как приятно, что двигаетесь вперед, а главное не останавливаться. Желаю вам здоровья, выдержки и терпения. Спасибо большое, Валентина. Юлия, Россия. Жалко, у Ибрагима очень красиво получается, Яишка танцует и прячется, да. Так, Арина, ой, добрый вечер. У вас азан происходит во всех мечетях в одинаковое время? Нет, у нас в некоторых мечетях на 10 минут раньше. Одни 10 минут раньше, одни чуть 10 минут позже. Лексус, Танзила, пусть Аллах даст вам шифа. Спасибо. Сая, Света, Танзила, побольше здоровья, вам хорошего самочувствия. Ибрагим, я тут на кухне яичницу готовлю, написал бы. Оксана Май, Лейла, как у вас выбирают имя для детей? Так. Да, вообще-то надо будет этот кусочек поставить, где Аишка поет. Имена детей, в принципе, сейчас уже как хотят делают, а вообще первого ребенка обязательно называют родители мужа. Второго ребенка примерно уже предлагают назвать родителям жены. Когда как? Кто сам называет, кто-то, вот, если кто-то хочет, из дядь, из тети, кто-то так называет. Например, я свою племянницу назвала. У меня Джабраил, двоюродный брат моего мужа, его назвал. Тандилу назвала моя свекровь. Мадину назвала я сама. Вот так вот. Кто как получается. Ибрагим маленький, Давуд аленький. Да, вот насчет того, что вот мне казалось, что я очень низкая, и действительно где-то уже с 9 класса ходила на высоких каблуках, ну, после замужества тем более была на каблуках. И как-то вот мы, разговаривая про рост, я своей свекрови сказала, что вот я чувствую, что, ну, мне кажется, что я низкая, на что она мне сказала. Выше тебя мне, женщины, не надо. Она так была мной довольна. А у меня был всегда комплекс, что я низкая. Тем более, когда у меня женился мой старший брат, моя сноха намного выше меня, мне вообще не хотелось с ней куда-то идти, потому что она высокая, и я низкая. У меня действительно был очень такой комплекс неполноценности перед ней. Лексус, Мадина, а Мухаммед уже меньше капризничает? Моей дочке 3 месяца исполнилось, и, алхамдулиллах, колики вроде бы закончились. Никакой не меньше он, точно так же, как и плакал. Наталья Зубкова, Лейла, мал золотник да дорог, такая есть пословица, да. Моя свекровь тоже говорила. Она мне говорила, эти длинные, они бывают глупые, не нужны мне эти глупые всегда так. Ой, да какое там, да, там Мадина отвечает. Ой, когда тут были, вот буквально 10 минут он не был спокойно, не знаю, что за ребенок такой. Хотя у нас и Аишка была такая же. Ибрагим, кто глупый? Ты что, себя за умного считаешь? Ну, ты еще не такой высокий, чтобы прям. Так, добрый вечер. По-моему, за беда. Если я ошибаюсь, извини. Спасибо, что зашла. Биба и Боба, ха-ха-ха. Как-то семейный чат, да. Мы соскучились. Так, а кто Ибрагиму действительно дал имя? Ибрагиму дал имя свое его отец. Так, как вы поживаете? Хорошо, Августина, хорошо. Опять не шелести. Чем я сейчас ничем не шелещу. Так, Магомед. Ну, сейчас Мухаммед, а раньше Магомед. Папу Ибрагима звали. Так, хуже стало, меня слышно, да?
погромче говорить. Так, так, так. Сая и Света, Лейла, я тоже низкая, 151 сантиметр, тоже раньше комплексовала, сейчас чувствую себя прекрасно. Валентина, ставим лайки, не забываем. Спасибо, Валентина. Оксана, Майя, Лейла, а русские имена у вас дают детям? Ну, русские, в принципе, раньше давали, сейчас уже переименовывают. Например, Руслан, есть такие имена, Анжелика есть. Ну, есть имена русские, давали. Сейчас, конечно, даже стараются переименовывать эти имена. Вот такое веяние пошло. Раньше как-то и давали. Не часто, но давали. Лилия у нас, вот одноклассница у меня Лилия была, тоже не мусульманское имя. Так, как я поняла, по-моему, Лейла Алиева. Добрый вечер из Баку, добрый вечер. Спасибо, друзья, что зашли. Да, и Марина есть частое имя. Есть, много есть имен, просто я сейчас не могу вспомнить. Есть. И Света есть, и Тимур есть. Так, Биба и Боба. У меня у самой был низкий рост, но в прошлом году подросла 1,66 м сейчас, но все равно хочу быть повыше. Ну, 1,66 м нормально для женщины. Так, у Маки, добрый вечер. Лила, увидела ваш эфир, решила зайти, рада вас видеть. Спасибо, Мака, я тебя тоже рада видеть. Так, Себиле, да, если я неправильно прочитала, извините. Добрый вечер из Турции, добрый вечер вам. Тетюля, добрый вечер. Лила, добрый вечер. Хади Гива, друзья, напишите хороший рецепт, действующий от похудения. Тетюля, чат, всем привет. А я сегодня в Инстаграме кому какой-то этой девчонке написала, она мне сейчас вроде бы ответила. Какие-то, ну, меню она мне прислала, что готовить. И потом какой-то Мадина, ты, по-моему, там сидела, как это называется? Тетюля, самый хороший рецепт – меньше кушать, да, если бы получалось. Lexus, я, кстати, на Wildberries нашла лоточки для заморозки, как у вас. Не нарадуюсь. Да, очень удобные, действительно очень удобные. Хади, про похудение не к маме. Ну и не к тебе тоже, ты посмотри на нее, можно подумать. Сама вон срываешься все время. Нет, я бы с удовольствием посидела бы на диетах, но вот не знаю, вот действительно мне сегодня посоветовали сдать не на сахар, а на инсулин, что-то такое было, я сейчас совру, не знаю как, но я его сдам, потому что у меня бывает такое иногда, вроде бы и недавно поела, но такое чувство, что я голодная, и у меня ноги подкашиваются, и мне приходится быстро-быстро это заедать. Поэтому надо будет, наверное, провериться. Я как-то врачу даже это не говорила, и поэтому как-то так. Так, я чат не вижу. Елена Репина, кушай 3 раза в неделю, понедельник, среда и пятница. Ой, женщина с претензией, добрый вечер. Хадижа, добрый вечер, я рада тебя видеть у себя. Так, Ольга Картушина, доброй ночи. Дорогая Лила, больше двигайтесь, меньше сахара и в чай, и меняйте плохие пищевые привычки. В Ютубе много видео насчет этого. Еще важен тип фигуры. Вот сахар, да, я часто пью чай с сахаром, но не подслащенный, а вот именно с кусковым сахаром. Так, у меня чат бежит куда-то. Он стоял и бежит. У меня связи не было, друзья. Ибрагим, иди на помощь. Так, Оксана.
Оксана Май, у вас... Я зависала почему-то. Где? Сейчас нет, сейчас все. Не трогай мышку и все. Я ее не трогала, у меня вообще интернета не было. Оксана Май, Лейла, у вас сейчас в молодых семьях принято иметь много детей? Ну, кто как. В принципе, у нас всегда было много детей. Но меньше 3 детей обычно и очень редко у кого бывает. Лексус, Мадина, после родов и тем более кормящие, не ругайте ее. Так, Себеле, да, по-моему. Мне понравился ваш канал, успехов вам. Спасибо большое. Биба и Боба, ну, нужно кушать день до 1500 калорий, делать 1000 шагов, ну и разминку делать, и точно похудеете. Ну, шагов я делаю, наверное, еще больше. Танзила, ужин легкий, обед сытый. Танзила, ты же уходила. Боба и Биба и Боба Ибрагим как супергерой на помощь идет. Так, Сая, Света, больше двигаться, упражнения, тренировки, правильное питание, 100% прохудение. Тетюля, мне посоветовали оставлять на тарелке 1/4 еды. А Аистенок, ее семья, ты Ольгу пропустила с Аишей, уже все хорошо, корсет сняли. Но у меня стоял чат, а потом побежал просто. Если что, друзья, извините. Так, Наталья Неустроева. Добрый вечер из Невиномыска, Ставропольский край. Всем здоровья и удачи. Добрый вечер, Наталья, спасибо. Сая, Света, я вешу 44 килограмма, но все равно чувствую себя колобком. Оксана Май, Лейла, у вас бывает бессонница? Да. Так, это из-за роста. Ольга Картушина. Спасибо, Мадина, за ответ. Рада за Аишку. Таиса Карпова. Лейла, не заморачивайтесь с похудением. Я перенесла тяжелую операцию. Если бы была худой, то точно не выжила бы. Ну, в принципе, я и не заморачиваюсь. Но хотела бы чуть-чуть хотя бы. Всю жизнь хочу, вот при каждом своем весе хочу похудеть на 5 килограмм, но не получается. И каждый через какой-то там года, через 3 или 4, эти 5 килограмм на меня накапливаются. И смотря предыдущие свои фотографии, кажется, я же все-таки тогда была худой. Так, Лексус, Танзила, как вам удается оставаться стройной, готовя столько вкусняшек? Ну, это у них, наверное, скорее всего, просто так, потому что Ибрагим худой, Танзила худая и Багаудин худой. Мадина и Джабраил, и я, вот мы хоть кусочек съедим хлеба, он у нас накапливается, а они хоть по булке едят, не набирают вес. Так, Гуля Балтабаева, доброй ночи, Лейла, доброй ночи. Так, мама, ты много пропускаешь. Мадина, отвечай тогда. Ибрагим, обидно, из-за этого я не обжора, но, Сая говорит, но из-за роста выгляжу толще. Уют в доме Эмили. Добрый вечер, моя Лилочка. Добрый вечер, Эмилечка. Как ты там? Как ваши дела? Так, Танзила, иди, мои сообщения пропускаешь. Ну, ты меня простишь, Танзила. Уют в доме Эмили. Всем в чате добрый вечер. Людмила Черная. Добрый вечер, Лила. Добрый вечер. Тетюля, Лила, 5 килограмм. Зловещая цифра для всех женщин. Вот именно. Наталья Зубкова. Некорректная тема для обсуждения в прямом эфире. Сая, у вас, похоже, комплекс. Танзила Индиева. Лексус, я так особо не кушаю, надо иметь силу воли. Гуля Балтабаева. После 6 вечера не кушать, 100% похудение. Похудеете. Так. Сая и Света, Биба и Боба. У меня рост 151 сантиметр, вес 44. Вроде все нормально. С виду просто стройная. Биба и Боба. Сая, у тебя часом недобор веса. Так, ну странно, не могу без вас. Недобор это ко мне. Таужан Албакова, Сердик Хел Халила. Добрый вечер, добрые друзья. Хахел Сердик Таужан. Мершуагальхо, Маршуагальхо. Как там у тебя дела? Биба и Боба. Так, Танзила укол сделала. Ну, хорошо. У меня подруга ростом 155 и вес 41, и у нее недобор. Нужен 50 ей вес. Уют, так, Эмили, все у нас хорошо, алхамдулилла. Эмили, вы как мама?
хорошо, Эмиличка, спасибо большое, хорошо уже. Сай, Света, Биба и Боба, я просто кушаю мало, есть неохота и страшно, что потолстею. Раньше была полная, и мне страшно набрать много килограмм. Оксана Майлила, вас мама строго воспитывала? Еще как. Лексус, если что, я Амина. Ага, будем знать. Так, Таужан Албакова, спасибо, все терпимо. Танзила Яндиева, после 6 нет, до сна 2 часа не кушать, мне так диетолог сказал. Биба и Боба, у тебя какой тогда вес? Так, все по весу пошли. Так, Ляна, ассаламу алейкум, Лила, ва алейкум ассалам. Кавказ, Чечня, Фуд, Лила, привет, рада тебя видеть. Зулихан, я тоже тебя рада видеть. Машуагульха, как у тебя дела? Что-то я давно твоих роликов не вижу. Друзья, у меня, знаете, еще какая проблема? Я, наверное, и мои ролики также не идут в рекомендуемые, ну как-то в уведомления. Не приходят в уведомления многие ролики, на которых, ну, многие блогеры, которых я подписана. Вот даже вот влоги моей снохи я не могу, если не зайду к ней на канал, то не приходит, хотя я подписана, все уведомления. И, наверное, и твои не приходят мне так же, Зульхан. Так, так, Эмили, мне именно перед сном хочется есть, да, иногда очень хочется. Сегодня сколько у вас градусов? Ну, больше 35, это однозначно было. Точно не знаю, я просто не успела со своими заказами не смотреть что, но пота с меня сошло, наверное, целое ведро пока готовила. Ну, у нас Танзила насчет того, чтобы держать свой вес, это вообще молодец, она может. Так, Лексус же Амина сказала. Я память девичья, друзья. Ага, Амина. Вроде бы запомнила. Амина, значит, как жалко, что лето заканчивается. Да, я сегодня тоже про это думала. Думаю, жалуемся, что жарко. А вот как лето закончится, сразу уже будем жаловаться, что холодно. Так, Эмилия, Лила, сейчас у многих так YouTube чудит. Я вообще не понимаю, что с этим ютубом происходит. И подписки пропадают, и иногда могут отписаться много, и уведомления никуда не приходят. Вот даже в том прямом эфире, когда мы на сколько, по-моему, часов на 5-6 вперед написали, что у нас будет прямой эфир, некоторые мне писали, что только на второй день им пришло оповещение, что будет эфир. Лиана, у нас 12 градусов. Лиана, где вы живете? Таужан Албакова, Лейла, какой цветок у тебя? Кстати, я не получила уведомление твое. Вот именно, я же говорю, многим не приходит, и мне не приходят многие. Лиана, YouTube не хочется платить, поэтому и не приходит уведомление. Оксана Май, Лейла, у вас могут бабушка или дедушка вмешиваться в процесс воспитания внуков, говорить своим детям, что они неправильно воспитывают своих детей? Могут. Могут и тем самым делают плохую услугу своим внукам и своим детям. Потому что по-любому бабушки и дедушки жалеют своих внуков и воспитывают их слишком мягко как бы. Вот воспитание бабушкина и брашки тоже. А Айсенок, ее семья. Ой, да, мама, с твоим-то ритмом жизни я удивляюсь твоему весу. Да я сама всегда думаю, если бы я столько не двигалась, я бы, наверное, не умещалась бы, не смогла бы зайти через дверь, если бы я еще не двигалась. Так, Сая, Наталья, не думаю, что комплекс просто когда задумываюсь, обидно. Да и в чем некорректность? В весе не заключается вся жизнь, просто к слову сказала. Юлия, Россия, Кавказ, Чечня, Фуд – это канал или ник? Это канал. Она очень красиво готовит, вкусно, красиво готовит. И такая женщина приятная, прям действительно очень приятная. Зайдите к ней на канал, девочки. Так.
Гуля Балтабаева. У нас в Оренбурге 36, жара, суховей, пожары. Ой. Биба и Боба. Метаболизм у кого-то хороший, а у кого-то похуже, да. Так, Зулюхан пишет, у меня с весом проблема, пока вес держится, срываюсь. А, ты что же, Зулюхан, на диету садилась, по-моему? Так, Ляна, у вас сколько детей? Ибрагим, если ты слышишь, выключи кондиционер, он не тянет. У меня 5 детей. 2 дочки и 3 сына. Сая, Света, Биба и Боба. Раньше сидела на голодовках, из-за этого были проблемы со здоровьем, но сейчас так не делаю. Ем, когда организм требует, и все нормально. Тетюля, у нас в семье бабушка, наоборот, очень строго воспитание внучек. Таужан Албакова, молодец, бабушка. Бабушка сейчас еще его ребенком маленьким считает. Знаете, что делает наша бабушка? Кто бы к ней не пришел, или мы, когда в магазин идем, просит, чтобы купить ей там какую-то печенюшку, какую-то сладость, хлопья, воду сладкую или соки. Ну, конечно, мы ей это все покупаем. В итоге она из этого ничего не ест, оказывается, а все это копит и отдает ему втихаря. Вот такая вот бабушка. Патимат Сиражева, по-моему, да? Добрый вечер, уважаемая. Как ваша бабуля? Здоровья вами, бабуля. Спасибо. Ничего, мама хорошо себя чувствует. Так, Биба и Боба есть. Так что вот бабушки навсегда, когда вот Мадина же преподавала и всегда заставляла Ибрагима делать уроки. И у них постоянно было то, что Мадина ругает, заставляет его делать уроки, а мама ругала Мадину, почему она не оставляет в покое мальчика. Душно. Зато мне поесть вкусняшек много бывает. Да, тебе бывает много вкусняшек. Ой, его действительно она очень любит, Гуля Балтабаева, бабушка очень любит нугат, да. Она всегда, вот даже вот сейчас кто-то что-то ему скажет или на работу его. Вот все бы вы на нем выезжали бы, вот вам бы всем его обидеть. Вот она его еще совсем маленьким ребенком считает. Зулихан, потеряла 5 килограмм, сейчас 75. Лейла, давай вместе худеть, это мотивирует. А как ты худеешь, давай. Ну, с удовольствием, килограмм 5-10 надо было бы скинуть мне, действительно. Если честно, мешает уже вес. Просто чувство голода надо чем-то перебивать. Ну, и я замечаю, что действительно я ем сахар много и хлеб тоже. А так-то, по идее, девочки не дадут мне соврать. Сладкого я практически не ем, но я пью очень много чая, а с чаем обязательно в прикуску сахар. Я практически не пью воду. Вот насколько жара у нас, я все равно пью горячий чай. Так, я порой завидую тому, у кого есть бабушки и дедушки, Сая пишет. Одну бабушку видела, и то не помню совсем, очень хотелось бы их увидеть. Дорожите ими, они, конечно, не идеальны, но все равно дорогие, да. А Истенок ее семья, ой, это была глобальная проблема, зато поступил теперь Ибрагим, потом и кровью отличился. Потом и кровью отличился. Так, Амина, когда хотите кушать, выпейте водички. Так.
Так, Лидия, я своей подруге зимой говорила, что летом похудеем, летом будем питаться по-другому, овощи, фрукты. Теперь смеемся с ней, лето проходит, а мы не похудели, да. Биба и Боба. У меня бабушка, да и все, в принципе, родственники в Азербайджане. Хади Игиева. Ибрагим инста видела про колледж, который в этом году открылся. Вы не в курсе? 30 тысяч в конце учебного года заплатить или вперед сразу, как поступаешь? Ну вот Ибрагим же учится на юридический, первый курс закончил. Там мы платим по полугодию. Вот заплатили первые полгода, когда поступал, а потом уже через полгода дальше. Так, это Ибрагим. Действительно, сегодня семейный чат у нас. Сая, Света, Биба и Боба, наверное, WhatsApp лучше. Тут так. Юлия, Россия, Кавказ, Чечня, Фуд. А можно с вами? Я только за. Насчет похудения. Так, Лекс. Так, Амина, получится ли сделать свадьбу этой весной? Не знаю, мне бы хотелось осенью бы свадьбу. Сегодня мне не знаю, что будет. Вообще-то не надо было говорить, наверное. А может быть, вы попросите у Всевышнего, чтобы что-то получилось. Моя соседка, которая делает мне уколы, порекомендовала девочку для старшего сына. Не знаю, посмотрим. Надо ему сказать, чтобы он посмотрел, если согласится. Женить бы надо было. Причем обоих бы очень хотела этой осенью жить, но не знаю. Пока не будем зарекаться. И говорить, что не получится, не будем. И говорить, что получится, тоже не будем. Как Всевышний сделает. Но нужно было бы очень. Да и не из-за того, чтобы мне в помощь. А они уже взрослые, им нужно, чтобы и детки были, и чтобы свои семьи создавали. Потому что старшему уже 31, второму уже 20. Даже старшему, по-моему, 32 будет. Второму 29 будет скоро, и уже взрослые. Так, Хади обычно платит в начале года. Ну, половина платили, не знаю как. Сейчас мы с Ибрагимом половину заплатили в начале, а потом через полгода. Так, Оксана Майлила, у вас бывает так, что дети могут не захотеть брать к себе пожилых родителей, и они остаются жить одни? Ну, не знаю так. По-любому если один не захочет, то другой будет содержать своих родителей. Обычно у нас такие семьи, что у нас очень редко, чтобы один ребенок был в семье. По-любому, если сын не смотрит, то дочка возьмет. Одних практически не оставляют, если есть дети, конечно. Таужан Албакова. Всем, кто хочет уменьшить свой вес и изменить стиль своего питания, есть хороший блогер с полезными, хорошими советами. Жена Азера Надежда на похудение. Да, она тоже дает советы. Амина, чем раньше женятся, тем лучше. Это да. Зина Богатырева. Лейла, доброй ночи. Рада вас видеть. Рада, что вы чувствуете себя лучше. Старайтесь больше отдыхать. Постараюсь. Камина, иншаллах. Да. Гуля, обязательно надо познакомиться с девушками, правильно соседка говорит. Ой, у нас он сейчас просто после неудачного брака заявляет, что не хочет жениться. Ну, посмотрим. Нина Кокарева, Мила Лила, не принимайте близко к сердцу обидные слова. Все люди разные. Мне понравилось, что вы сняли сегодняшний обряд. Было бы хорошо, если бы объяснили его смысл. С уважением к вам. Но маулид читается у нас не обязательно. Вот родился ребенок, читают эту молитву, этот маулид. Просто так, когда хочешь дать садаку, тоже приглашают, они читают маулид, ты накрываешь на стол. По любому такому мероприятию, или даже просто так собрать своих родственников, прочитать маулид. Просто углубленно я не могу вам сейчас сказать вот именно смысл этого всего, но в переводе как-то. Мадина, подстрахуй меня, скажи, что и как. Тоже Абакова. Побольше отдыхать, это не про Лейлу. Да, у меня не получается отдыхать.
Бистик Холшин Массария. Так, КВР, Нохчо, по-моему, да? Дукьяхил Хахил Бист. Дики, спасибо, что зашла. Да, сегодня начался Новый год по хиджи, по лунному календарю. Да, друзья, я вас всех поздравляю с этим, всех мусульман. Так, Зулихан, да, я тоже хочу сына женить, жду, когда определиться с невестой. Да, это Бог Зулихан. Не знаю, что-то у меня мальчики старшие вообще не общаются с девочками, их очень сложно даже с кем-то познакомить. Позавчера возил меня средний в больницу и смеется, когда я захожу. Мама говорит, возьми там у одной девочки телефон, который тебе понравится. Я говорю, отдаст она мне телефон, номер телефона? Я говорю, зайди и сам возьми. Не, я не хочу. Хади Гиева, в первую очередь хотят красивую. Ну, в принципе, да, всегда, даже когда заходит невеста, сразу же смотрят красивые. Приходишь домой, говоришь, обсуждаются обычно. Ой, некрасивая была невеста или красивая. Это да, в первую очередь. Но потом, в принципе, иногда вот, знаете, как бывает, вроде бы некрасивая девочка, ну, потом, когда ты ее узнаешь, но она настолько своим поведением, своим вниманием к людям, ты забываешь, что она некрасивая. Вот даже если она очень некрасивая, ее воспитание, ее этикет, и все вот это вот перекрывает ее некрасоту, и ты не обращаешь внимания, что она некрасива. Если человек душой красив, то это, по-моему, действительно хорошо. Ну, конечно, по-любому мы смотрим красивую. Так, у христиан такой обычай – это крестины. Когда... Ай, так, Амина, я бы очень хотела иметь такую свекровь, как вы. Ишбаржмишпах без, да. Вот именно, куда деваться некрасивым. Ничего, у нас же есть еще пословица «Дуал кираханисти бесабат». Так что и красивые, и некрасивые выходят замуж. Да лишь бы счастливые были. Тоже Анна Албакова. Красота невесты видна только в понедельник, да. Так, Амина, красота уходит на второй план после воспитания и богобоязненности. Вот именно. Так, ну что, мой свекор говорил, что жена должна быть красивее, если при том она и умная будет двойная... Красивой, да, жена должна быть красивой, но если при том она и умная, будет двойная выгода. Вот именно, да. Гуля Балтабаева, просто они не влюбились и не встретили свою половинку. Ну, может быть. Лариса, красивая, некрасивая, главное, чтобы человек был хороший, с лица воду не пить. И такое есть. Аиша, Лейла, рада тебя видеть. Я тоже, Аиша. Так, Аиша, приветствую час. Спасибо, что зашла, Аиша. Всех нас, блогеров, поддерживаешь. Конечно, если бы и красивая она была, мне бы тоже хотелось, чтобы, как любому. Вот тут вот я не буду лицемерить. Мне тоже хотелось, чтобы была моя невестка, например, красивая. Но если она будет красивая и не приживется со мной, зачем она мне нужна, и с этой стороны тоже сложно. Мне бы хотелось, чтобы вот, не знаю, очень бы хотелось, чтобы, ну, как со своей матерью, конечно, сноха любая не будет, но вот если бы она делилась со мной, как со своей мамой, после замужества тоже маме не все говоришь, но вот если бы все, что там ей не хватает, что ей бы хотелось, вот как бы вот она села, поделилась бы со своей мамой и со своей сестрой, если бы вот так вот было отношение невестки ко мне, например, лично ко мне, это мое мнение, и я бы была на 7-м небе. И сделала бы все возможное, чтобы вот найти, ну, сделать так, чтобы мы с ней поладили. Твой отец тебе дал имя? Я ответила уже.
Ты так и не так. Таужан Албаков. Лейла Хабох Беркити. Бойл бис дягл хилдук яхл Таужан. Хахил бис дягл. Так, Лаура, Казахстан проснулся. Доброй ночи. Доброй ночи, Лаура. Так, ну что, мой супруг по молодости представлял меня своей половинкой. Все должно быть по любви. Так, Амина. Всем желаю спокойной ночи. Рада была общению, Лейла Ханум. Обнимаю вас и бабушку. Праведных снов. Отдыхайте больше, берегите себя. Спасибо, Амина, что была в чате. Огромное тебе спасибо. Здоровья тебе и счастья. Юлия, Россия. У нас говорят, не родись красивой, а родись счастливой, да. Наида Усмановна. Так, это она отвечает. Приветствую вас, Лейла, Галя. Доброго вечера и здоровья всей вашей семье. Добрый вечер. Спасибо, Галя, что зашли. Галя тоже постоянно пишет мне комментарии. Огромное вам спасибо за комментарии. У моей бабушки было такое изречение. Хотя бы на пятках пусть будет счастье, лишь бы быть счастливым. Поэтому лишь бы быть счастливым, а красивое это не всегда бывает хорошо. Лариса. Лейла, если сыновья женятся, все с вами в одном доме будут жить? Если хотят, по крайней мере, пока не построятся. Не хотят, могут съехать, снять себе квартиру и съехать. Оксана Лейла, а молодожены могут сразу жить отдельно или сначала все с родителями живут? Но если у них уже построено для них что-то и уже есть куда отделиться, то, конечно, сразу отделяются. Но если им некуда деться, то по-любому им остается оставаться только в родительском доме. Нет, сайта ничего не пропустила. Это же какой дом должен быть, пишет Ибрагим. А раньше так и жили, Ибрагим, в одном доме, в одном дворе и 2, и 3 снохи, и ничего, уживались. Это сейчас сложно. Сейчас одна сноха не хочет со свекровью жить, а 2-3 вместе и со сношенницами, это вообще... Раньше жили, и ничего. Так. Ну, а по идее, действительно, в первое время, мне тоже кажется, я это и говорю часто, первый год, наверное, хотя бы, если была бы возможность, то лучше бы пожить молодоженам отдельно. А по большому счету, если бы вот молодожены молодые знали, что, ну, может быть, им физически труднее с родителями жить, а так намного легче, когда за тебя решают, когда тебе не нужно там куда-то ехать, тратиться, тебе говорят, куда надо идти, что надо делать. Если вдруг даже что-то не так, то по-любому ты не виноват. В этом плане все-таки легче, когда живешь с родителями. Но сейчас не многие хотят. Да и раньше не хотели, в принципе. Но когда ты молодой, ты по-любому хочешь жить отдельно. Так, у нас в 30 километрах может семья из 7 человек жить, и им нормально. Тетюля, всем спокойной ночи. Спасибо, Тетюля, что зашла. Лидия, добрый вечер. Лила, добрый вечер всем, кто в чате. Лида, большое спасибо, что зашли. Добрый вечер. Так, Гуля пишет, Резван Бедиев. Добрый вечер, дорогая Лила и Ибрагим. Рада очень вас видеть и слышать. Я тоже очень рада, что вы зашли к нам. Спасибо большое. Оксана, Лейла, вы будете оставлять телочку себе? Да, я ее с таким трудом дождалась. Это у нее отел уже 9-й, или 8-й, или 9-й, точно не помню. Вот первая девочка родилась. Поэтому, да, буду оставлять.
Так, Миндания. Раньше жили, и дома были небольшими, и условия были не такие, как сейчас, да. Наида Османовна, надо невестку с домом взять. У нас домом невестку не берут. Это считается, уже будут его обсмеивать, что он замуж выходит. Аиша, Нарина. Так, Юлия, Россия. Айбрагим останется с вами или найдет жену? Как самый младший из братьев? Гуля Балтабаева, спокойной ночи всем. Вы знаете, друзья, ни я сама, ни мои дети, пока мы не определились, с кем буду я жить. Но на меня сильно претендует второй сын, посмотрим. Рамиля Османова, иншаллах, обязательно передам. Но я еще не знаю. Я посмотрю, какая сноха будет лучше. Лидия, совершенно верно, Лила. Именно сначала нужно жить с родителями, чтобы лучше познакомиться со всеми родственниками, да. Так, Сая, Миндани, у нас и сегодня так живут. Культура такая у степных народов. В юртах раньше жили, а они по-разному, маленькие, круглые. Людям поэтому нормально жить в маленьких домах, никаких неудобств. Так, а Естенок и ее семья, уже 100 человек смотрят. Вообще-то женщинам, у нас как говорят, чем легче живет женщина, тем ей кажется, что она живет трудно. Амина Индиева, Сети Хелхалила, Дух Яхла, Амина Машуальха, Амина племянница моего мужа, двоюродного брата моего мужа, дочка. Сейчас, по идее, и молодым, да и старым тоже. В стиральную машину положить белье бывает неохота. Отстиралась, вытаскивать бывает неохота. Я даже по себе сужу, друзья. Лейла, вы часто себя ругаете, копаетесь в себе? Ну, сказать, что часто нет, но да. Часто. Как бы, ну, не часто, но да, про себя. Во-первых, в большинстве случаев даже и копаюсь из-за детей. Где и что, почему я так, почему я не так сделала, почему я это... когда я их упустила, когда они мне что-то делают так, чтобы мне не нравится, ну, что мне не нравится. Аиша, народ, не забываем ставить лайки. Спасибо, Аиша. Просто я всеми силами стараюсь стягивать детей, чтобы они друг на друга не озлобились, чтобы они не ругались, чтобы они друг друга поддерживали, потому что пока связующее звено в моей семье это по-любому я, чтобы после моей смерти они тоже были, ну, поддерживали друг друга. Я очень стараюсь, но иногда не получается, признаюсь вам честно. Юлия, Россия, Лейла, а как Моська? Ничего, Моська, правда, похудел он у нас, но он обычно летом и так худеет, но в этом году он очень долго болел, переболел. У него была чесотка, он у нас был на карантине долго, но я его выходила. Ничего. Просто им жарко, они спят, где попало, под деревьями все время. Оба. Вот Моська спит на кухне, Ибрагим заявляет. То на кухне, то здесь, то под деревом. То вчера целый день лежал у ворот в тени. Целый день на гальке этой. Лидия, правильно, Лида, выбирай снох лучшие и живи потом с ними. Но они могут стараться, и тогда выбирать будет труднее. Наида Усманова, спокойной ночи, не завтра на работу. Спокойной ночи, спасибо большое, что зашли. Вообще, я и раньше это говорила, даже когда был жив мой муж, и сейчас это тоже вообще только подтверждаю. Мне очень хочется, пока я вот хотя бы в таком здравии, как сейчас, чтобы они жили отдельно и оставили меня в покое.
Я бы была этому рада очень. Хади Игиева. Похоже, походу скоро отключат нам интернет. Уже начал играть сеть. У нас это сегодня вообще... Во-первых, у нас у многих нет света. Я очень переживаю. Заказ, который я делала вчера, позавчера немножко даже его делала, уже 3 дня, который делала заказ, который с таким трудом отправила. Боялась, что это разморозится. Оказывается, там у них нет света. Я не знаю, включили им, нет. Может, сообщение пришло. Если пропадут эти продукты, которые я им послала, будет очень жалко и обидно. Да, она мне написала, но я не знаю. Прислала голосовой, не могу пока открыть. Так. Так, Юлия Россия. А то на сушилке для белья. На сушилке для белья, да? Сая Света. Обычно считают заранее свекрови ужасными, но вы настолько замечательная женщина, что прям хочется иметь такую свекровь, как вы. Уверена, вашим невесткам повезет с вами. Ну, которая ушла, заявляет, что ей не повезло было со мной, не знаю. Оксана Майлела, какие ваши любимые фильмы? Да как-то, в принципе, любимых у меня таких нет. Смотрю, как всегда, как и читала, детективы смотрю, романы смотрю, русские романы. Исторические люблю фильмы тоже смотреть. Аиша Лейла, правильные мысли. Так. Жена Азера Надежда Пухдин. Всем ассаламу алейкум, мира и добра. Спасибо, валейкум ассалам. Спасибо, Хадижа, что зашла. Как там у тебя? Набрала ты монетизацию? Набрала своих этих подписчики-то были у тебя в часы? Рамиля Османова. Главное, ни у кого из сыновей вы будете жить. А главное, это довольство и милость Аллаха. Остальное баркат, гармония, счастье в семье, иншаллах, будет. Да. Аиша Хадижа, валейкум ассалам. Лидия, да, жили бы неподалеку, и отдельно это был бы лучший вариант. Ой, Лида, не говори, я просто мечтаю об этом. Я даже когда был жив, мой муж говорил, с нами не будет никто жить. На что он заявлял, нет, почему с нами не будет жить? Будет, обязательно с нами Ибрагим будет жить. Но мне всегда хотелось, чтобы они жили отдельно. Елена Батырова, доброго вечера, доброго вечера. Лила, дорогая, ваша семья прям соскучилась. Спасибо, Елена. Так, блог мусульманки, я снова пришла. Ольга Агинская, добрый вечер. Лила, можно спросить у вас, тоже была свадьба с белыми национальным платьем? Да. Блог мусульманки. Аиш, ты тут? Юлия Россия, я имела в виду, что Моська спит иногда на сушилке для белья, такой хороший котик. Юля, где только он не спит. Он спит у меня вот, вы, по-моему, сфотографировали, я точно не помню. Ну, вай-фаевская вот эта вот антенна, 3-4 штучки торчат. Вот среди этих штучек каким-то образом она влезла туда и спала в ней. На самых необычных местах у нас Моська спит обычно. Оксана Майлейла, а на что, кроме красоты, принято смотреть при выборе невесты? Так, Аиша, Фатима, рада видеть тебя. Ну, на богобоязненность, на характер, на, ну, как сказать, на поведение ее. Так, это Аиша с Фатимой разговаривает. На интеллект, может быть. Жена Азера, так, Хадижа, прекрасное описание при выборе невесты. Лариса, очень красиво, когда невеста надевает национальное платье. Никакое современное не сравнится с этим нарядом. Это так красиво. Ой, не говорите.
я вообще терпеть не могу, и всю жизнь не могла терпеть, когда вот наши девочки выходят не в национальных платьях. Мне кажется, вот красивее нашего наряда для свадьбы просто невозможно. А эти платья тоже, конечно, красивые. Мне кажется, вот если очень хочется одеть это платье, лучше одеть его на второй день или вечером после снять свой национальный наряд. Так, Ольга Агинская, ура, 15 тысяч, поздравляем, спасибо. Рамиля Османова, на мой взгляд, это не ей с вами не повезло, бывшей невестке, это она своим счастье упустила. Я уже давно наблюдаю за вами, у вас хорошие дети и родня, а вы добропорядочная мусульманка. Ну, не знаю, может быть, мы просто не поняли друг друга. Так, Оксана моя, как долго обычно общается парень с девушкой перед свадьбой? Ну, это у каждого индивидуально как бы, кто как. Бывает и годами общаются. А вообще у нас говорят, что больше 2 недель не давать парню с девушкой общаться, потому что обязательно вмешается шайтан. Поэтому не приветствуются долгие отношения, ну как отношения, как бы общение парня с девушкой до свадьбы. Самое главное, с девочкой я познакомилась, я порекомендовала ее. Мы с ней где-то около месяца были знакомы, она знала и мой характер, и она знала все, что происходит в моей семье, но почему-то все равно мы друг друга не поняли. Я очень хотела, чтобы она мне открылась, чтобы она сказала, что ее гложило, почему она не хочет жить, но не пошла она мне навстречу. Не знаю, может быть, просто судьба такая. Русская Аллаху баксыныш, не знаю. Было очень обидно, конечно. Ольга Агинская, плов вас в семье любят очень. Я сегодня, между прочим, тоже готовила плов, но боюсь, что будут говорить, что это не плов. У меня сын старший очень вкусно готовит плов на костре. Действительно очень вкусно. Но я сегодня что приготовила, мне самой тоже понравилось. Я отправила, не знаю, как будет отзыв. И пропадет ли он у них, потому что с 1,5 килограмма мяса было приготовлено, много плова было. Если им свет не дали, то у нее очень много продуктов пропадет. Аиша, Лейла, нравится тебя слушать, грамотная речь, правильные мысли. Спасибо, Аиша. Так, Вакурибан, по-моему, да, Лейла? А в ЗАГС ваши молодожены расписываются? Расписываются, но не празднуют, как бы просто уже после свадьбы, может быть, через месяц, через 2, иногда даже только перед рождением ребенка регистрируются. Это у нас как бы не обязательно. Брак, сделанный по шариату, считается браком, а то, что там они не зарегистрированы в ЗАГСе, то это ничего страшного. Оксана Май, ваша мама сейчас вас ругает? Нет, конечно. Сейчас я маму ругаю. Рамиля Османова. Рада, что ваша киса поправляется. Спасибо. Ну, конечно, мама не ругает меня, но иногда бывает недовольна. Какие-то недовольства она высказывает свои. Но я уже сейчас могу ей просто ответить. Раньше бы, конечно, я бы ей не ответила. Сейчас я уже могу отстоять свою точку зрения, как бы не ответить, а уже сказать, что мама, ты не права. В этом роде как-то. Марина Адамовна, Чечня. Добрый вечер, Лила. Добрый вечер, Марина. Как ты там? Поехала ты куда ты там собиралась? Лидия, это называется не судьба, зато переживать не стоит. Невестка тоже должна прилагать усилия для семейной жизни.
Ну, вы знаете, эта девочка действительно не старалась прижиться с нашей семьей. Я не поняла эту девочку, я не знаю, что, почему и как. Так, Рамиля, согласна с вами, главное никях. Ольга Агинская, имя кто деткам дает при рождении? Ну, это уже меня спрашивали сегодня. Обычно первому ребенку дают родители мужа. Второму предлагают родителям жены. А там уже, если они хотят, дают именно, не хотят, отказываются. А в принципе и первому могут дать. Не обязательно как-то, вот, чтобы строго, чтобы кто-то, как попадется. Лариса, в национальном платье видна вся красота и стать девушки, а в современных платьях все на одно лицо. А еще сейчас губы накачивают, ресницы наклеивают. Зачем? Я вообще этого не понимаю. Если честно, я тоже этого не понимаю. Не знаю, в чем, если даже, ну, когда еще как-то незаметно они накачивают эти губы, я понимаю. Но когда они вот такие вот прямо заметные, что видно, что все это сделано, и в чем в этом красота, я не знаю. У меня даже сын второй говорит, интересно, им самим это нравится? Или им, наверное, кажется, что это мужчинам нравится, я не знаю. Так, Марина, поехала я. Ну-ка и говори, где ты там. Аиша, Марина Маршал, Елена Батырова. Лейла, как у вас с погодой? У нас просто невозможная духота. Вы же видите, сколько я тут сижу. Очень душно. Вчера был такой дождь, такой ливень ночью, мы ехали с гостей. Это было что-то. Я думала, на неделю точно будет прохладно. Куда там? Утром уже солнце, жарко. Юлия, Россия. И я хочу иметь такую свекровь, как Лейла. Я бы никуда бы не убежала. Ушла бы от мужа, но только не от свекрови, особенно от Лейлы. Спасибо, Юля. Мария Адамовна, Чечня, Айша. Так, Сая и Света, мамы, даже если их дети уже сами старики, все равно их дети будут для них малышами, ну или, по крайней мере, в глазах матерей дети всегда дети, вне зависимости от возраста. Ну, по крайней мере, я так считаю. Рамиля Османова. Совсем забыла вас спросить, как Аишка и малыш. Аишка уже нормально, ей сняли этот корсет, у нее все зажило. Малыш, правда, по-прежнему капризничает, плачет. Ах ты, хулиганка Марина, Стамбул. Хорошего тебе отдыха. Будешь теперь выкладывать нам, что ты там видишь. Ты надолго, Марина? Так, Лидия. А в Казахстане северном, когда идет дождь, обязательно похолодание. Обычно у нас также бывало, вот начались дожди то на 2, на 3 дня, но только не в этом году. Оксана Малейла, а если у невестки не лежит душа работать в огороде или с коровами, как вы к этому относитесь? Честно вам признаюсь, я не собираюсь ни одну из своих невесток не пускать ни к корове, ни к огороду. Так что лишь бы она делала то, что ей нужно делать по дому, и все. И ухаживала бы за своим мужем. Марина Адамовна, Начня, какой тут отдых, чуть не сдохла. Это почему это ты вдруг сдохла? Ты же отдыхать поехала или не то? Так, Сая, Света, Юлия, да, только ради Лейлы хочется замуж, чтобы заиметь такой замечательный свекровь, никаких задних мыслей. Спасибо, Сая. Мария Адамовна, 2 дня пластом лежала под кондиционером, продула. Не люблю я эти кондиционеры все-таки, друзья. Ольга. Имя Мадина, видимо, очень у вас популярно. Ну, часто называют Мадину. Мне очень нравилось имя Малика. Песня про Малику нравилась еще, и Малика. И когда я родила 3-го сына, я думала, все, у меня больше детей не будет.
А называть девочку Маликой уже не получается, а имя было, что я очень хотела. И поэтому, когда родилась у меня племянница, у младшего моего брата, ну, он старше меня, но у второго моего брата родилась девочка, я попросила, чтобы они мне разрешили назвать их дочку Маликой, потому что мне это имя очень, ну, и мне и сейчас оно нравится. И вот я ее назвала. Хотя я не знаю, почему, если потом, когда родилась Мадина, думаю, ну, Малика у нас есть, наверное, Мадиной назову. Надо было и Мадину Маликой назвать. От того, что у брата Малика, она же могла быть и у меня Маликой. Вот Мадину назвала я, остальных детей я не называла. Рамиля. Машаллах, рада, что Аишка здорова, а маленький мужчина характер показывает и капризничает. Команда голос вырабатывает. Да. Лидия, под кондиционером часто простывают. Да. Так, Рамиля, Малика, хорошее имя. Просто почему-то, вот, если включают кондиционер, ставят 16 градусов, 18 градусов. Ну, 20-22 же комфортно, и не жарко, и не холодно. И при такой температуре просто невозможно и простудиться, мне кажется, и не обязательно сидеть прямо под этим кондиционером. Лишь бы не было так сильно жарко. Даже 25 нормально, мне кажется. Оксана, значит, следующая внучка должна быть Малика. Не знаю. Я, если что, доживу, что будут еще внуки и внучки у сыновей, я имею в виду, то скажу, пускай называют мама, ну, родители пусть называют своих детей. Лидия, правильно, Лила, говоришь. Оксана моя, Лила, какая площадь вашего дома? Так. Общая площадь я сейчас не могу вспомнить. У меня дом 16, нет, 20 на 6. 120 получается же. Ольга Агинская, привет из Ялты, приезжайте к нам на море. С удовольствием, тоже на море тоже хочу. Не была летом на море никогда. Очень бы хотелось поехать на море. Рамиля, все по воле Аллаха, да. Конечно, все по воле Аллаха. Видите, по воле Аллаха я нашла столько друзей, столько знакомых, и которые со мной общаются в личке, и которые действительно благодарят меня, что вот я появилась у них в жизни. Тут тоже много чего стоит. Лариса, я ставлю кондиционер на 23, он установлен в соседней комнате, мне уже даже ноги стынут. Ну, действительно, 23-25 комфортная температура, мне кажется, даже нельзя, не нужно привыкать к более холодной, потому что, во-первых, мы же не сидим круглые сутки под этим кондиционером, мы выходим на улицу, где очень жарко, а перепады по-любому очень плохо влияют. Тем более с этим нашим вирусом, с этой короной, простывать лучше не надо. Твоя Буся, доброй ночи. Извините, не слышала от вас этой информации. После школы вы учились еще где-то? Ну, я училась в училище, но не до конца. Нет, считайте, не училась. Ну, остался у меня месяц училища. Я провалилась, поступала в филологический, не набрала 1 балл. И пошла в училище. Но тоже не доучилась. Месяц оставался мне где-то. Месяц учебы, месяц практики. Меня засватали и вышла замуж. Инна Осипова, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про особенности воспитания мальчиков и девочек у вас. Вы ведь тоже детей воспитали. Традиции меня интересуют. Ну, вы знаете, как-то специально, чтобы что-то как-то воспитывать, и нет. Вот как-то, я помню, недавно что-то мы про Ибрагима что-то сидим с моим сыном, со средним обсуждаем. Он говорит,
А вот он этого не знает, ну, что-то там, например, приводит, он этого не знает, почему он не знает, он вот нервничает. Нас же тоже этому не учили, но мы же знаем, почему он этого не знает. И поэтому, не знаю, в принципе, мне кажется, воспитание детей, скорее всего, даже не столько, сколько ты им говоришь, сколько ты им показываешь на твоем примере, как ты себя ведешь, как ты смотришь на какие-то вещи. Твои дети тоже по-любому смотрят твоими глазами. Ой, Оксана, кухня у меня очень больной вопрос, который я задаю своему сыну каждый день и нервничаю с этой кухней. Каждый раз он просит меня: мам, да я эту работу доделаю. И он уже 3 работы доделал после этого. Не знаю, когда у меня вот набросок сделан, так и стоит. Дальше не доделывает. Единственное, конечно, почитание и уважение старших, почитание родственников. Много чего, много чего. Иногда приходится заставлять что-то делать детей, поехать, например, к родственникам. Некоторые из них не хотят. Ой, я не хочу там на свадьбу или куда-то. Вот нужно, нет, ты должен быть среди своих. Да в этом плане. Как-то специально, я не знаю, как-то чего-то придерживаясь не воспитывала. Так, Ольга, можно спросить, вы не пожалели, что рискнули и переехали в это село? Ни один день не жалела, нет. Твоя Буся, очень жаль. Почему же месяц не дали вам доучиться? Это же так мало. Ну, не знаю, так получилось. Во-первых, когда меня засватали мои родители, когда они сватались, родители мои сказали, что ей нужно доучиться, хотя бы вот это училище закончить, доучиться потом только. На что было сказано, что меня будут возить на учебу, что мне разрешат доучиться, но мне не дали. Меня забрали, тогда у нас ездили на заработки, мы поехали, по-моему, в Калинин было, поехали. Муж, свекор, заловки, мои племянники моего мужа, двоюродные братья моего мужа. Короче, не дали мне доучиться. Хотя мне в моей жизни очень даже вот окончание именно хотя бы училища могло бы помочь. Но все равно это все по воле Аллаха, мне кажется. Я теперь даже жалею, что я не поступила куда-то, когда уже осталась без мужа. Рамиля, лучше детей называть мусульманскими хорошими именами. Это влияет на жизнь. Благодарить надо Аллаха, а вас любить и уважать как человека, не женщину, разумеется. Спасибо за доброту и позитив. Спасибо, Рамиля, большое. Ну, наверное, раз мы родились мусульманами, то скорее, конечно, лучше называть своими именами. Нина Кокарева. У русских говорят, красота приглядится, а ум пригодится еще. С лица воды не пить, да. Сая Света, если ушла, то это к лучшему. Думаю, меньше головной боли будет, а то невестки наглеют, начинаются проблемы. Много головной боли, зато теперь можете заиметь хороших невесток. Возможно, в этом и благо было. Ну, может быть. Лидия, мне кажется, что Ибрагим все знает. Интуиция мне подсказывает, что он очень умный и добрый парень. А Истенок, ее семья. Мама, я, наверное, пойду посплю, пока Мухаммед спит. Я думала, ты уже спишь, потому что в чат не влезала. Иди, спи. Хотя я сама 2 часа только прошлой ночи спала. Так, Заина Богатырева, тоже моя подписчица, которая часто мне пишет комментарии. Спасибо тебе, Заина. Лейла, спокойной ночи, здоровья вам и вашей семье. Пусть все задуманное вами сбудется. Сил вам и благополучия. Большое спасибо, Заина.
Так, Ольга, можно спросить, сколько лет старшему сыну? 87-го года он. Ой, 89-го. Танзила 87-го. Танзила 87-го, он 89-го. Джабраил 92-го. Мадина 94-го. И Ибрагим 2002-го. Так, Сая, теперь еще больше хочется вас в свекрови иметь. А Истенок ее семья нет, я тут была. Ну иди ложись, мы тоже сейчас, наверное, будем закругляться. Бистяр, хейл, духя, хейл, бистяр. Вы к нам не собираетесь вообще-то? Что-то я с вами не разговаривала. Дядя очень скучает, когда уезжает Аришка. И второй, и третий день, говорят, скучно без нее. Так, Оксана, Лейла, вы держали когда-нибудь лошадь? Многие сейчас вас ее держат. Лично я, моя семья не держала. У меня отец держал лошадей всегда. Сколько я себя помню, у нас были лошади. Какое-то время был мотоцикл, а потом были лошади все время. Людмила Быковских. Лейла, добрый вечер. А можно вопрос про хиджаб? Почему одни в хиджабе, другие просто в платке? Кто принимает решение, мужчина или женщина, носить его или нет? От вас исходит столько доброты. Спасибо, спасибо большое. Ну, некоторые мужчины, конечно, говорят, хотят, чтобы их женщины одевали хиджаб. Но в основном к хиджабу приходишь сам. Только по желанию, только по именно вот открывается у тебя сердце к этому хиджабу. Я сама была противницей его, если честно, пусть меня Всевышний простит. Но резко в один день его одела. Ирина Гаврушкина. Добрый вечер, Лила. Только сейчас пришло оповещение. Вот именно, оно и завтра будет кому-то приходить. YouTube что-то глючит все время. Лидия, мой сын тоже 2002 года. Так, Юлия Россия, Лейла, а ванночки успокаивающие для малыша не помогают? Ванночки не знаю, но на день 1-2 раза его купает. Ну, на какое-то время буквально. Вот так, чтобы он хотя бы 2-3 часа, вот как обычные дети, успокоился, такого нет. Так, Рамиля, видимо, я неправильно сформулировала. Желательно мусульманам назвать своих детей именами благочестивых людей в исламе. Но, к сожалению, не все этого поддерживают, называют светскими именами. А Истенок ее семья. На выходные постараемся у Мухаммеда курс массажа начался. Екатерина Усанова. Здравствуйте, Лила. Очень нравится ваш канал. Недавно к вам подписалась и залипла. Извините за тавтологию, наверное. Очень интересны ваши видео. Спасибо, что рассказываете про ваши обычаи и свою жизнь. Большое спасибо, Екатерина. Так, Сая, я, оказывается, смотрела вас с опозданием минут на 20 где-то. Столько времени ждала, когда ответила. Оказывается, это просто я с опозданием смотрела. У нас вообще-то хиджабы одевать начали, по-моему, только лет 10. Полностью в косынках ходили, а вот хиджабы не носили. Просто в советские времена же это все не разрешалось, не приветствовалось. Поэтому как-то так. Рамиля, всем спокойной ночи, сладких снов. Так, сколько вообще время? Наверное, пора уже закругляться. Ибрагим, давай будем закругляться. У меня еще посуда стоит немытая. Людмила. Лейла, не было оповещения, жаль, не знала, что прямой эфир. Ну, за 2 часа мы ставили сегодня. Старшего зовут Багаудин.
Вообще его звали, если честно, Исмаил. Но потом по каким-то мы его переименовали. По документам он Исмаил. Ирина Гаврюшкина, Лейла, как вы себя чувствуете на фоне лечения? Сейчас намного лучше. Мне стало первый день хорошо, второй и третий день я себя чувствовала плохо. Потом мне стало опять хорошо. Потом опять день был такой непонятный. Но вчера, сегодня вроде бы нормально себя чувствую. Так, влог мусульманки, Рамиля, и вам райских снов. Рамиля, спасибо, что была в чате, спасибо за вопросы твои. Вообще огромное вам спасибо. Я сама как-то изменила много во мне изменилось, открыв канал. Очень много. Узнала очень много. Друзья, на сегодня я закончу, потому что действительно уже и поздно. Может быть, на днях еще раз с Ибрагимом выйдем в эфир. Сегодня был проверочный микрофона. Большое вам спасибо, что и в чате были. Лида, Лидия, Дамаш, Лот, Диаресху. И что в комментариях пишите. Людмила Череповская, Лила, ты уставшая или грустная? Честно сказать, уставшая. Вам заставку на канал дочки помогали создать? Нет, у меня моим каналом все время занимается Ибрагим. Ирина Гаврюшкина, очень хорошо, что вам лучше здоровья, вам и вашим близким. Юлия Россия, Лейла, а какая была республика сейчас? Какая? В смысле, какая? Я часа 2 только спала. Практически всю ночь лепила пельмени, вареники. И где-то с 10 и до 6 делала заказ. Готовила еду. Ольга Агинская, очень хорошая заставка. Спасибо. Марина Свирина, доброй ночи. Всем доброй. Лидия, спокойной ночи, Бестиал. Спасибо, Лидия Диалрес, Бестиал. Всегда комментирует, всегда пишет, всегда смотрит. Моя преданная подписчица тоже, Лида. Ну что, все? Ну что, друзья, всем спокойной ночи вам, всем мира, добра, чтобы все были здоровы. Бестиал, Хелшин, Диалрес, огромное вам спасибо.